пчелы донает яс. Раз уж залезли в глагольные дебри, значит будем дальше там ползать. Глаголы множественного числа прошедшего времени. Помним, да, что в словарях глаголы даны с суффиксами «ны», «ыны», которые мы и добавляем нам нужные суффиксы. Итак, пример возьмем наш любимый уже «мунны» — «идти». Итак, мы ушли будет «ми муним», вы ушли «ты муниннед», они ушли «ная мунисны», ми муним, ты муниннед, ная мунисны. Второй глагольчик возьмемте, давайте другой, летний, с «ыны» давайте. Есть глагол красивый «гожьечины». Слово «гожьечины», то есть «загорать». И оно очень похоже на слово «гожем», «лето». То есть «гожьечины» типа «покрываться летом». Такой, что-то такое романтичное есть, да, «гожьечины», «загорать», «покрываться летом». Итак, ми гожьечин, мы загорали. Ты гожьечиннед, вы загорали. Ная гожьечисны, они загорали. Гожьечисны. Ми гожьечин, ты гожьечиннед, ная гожьечисны. И давайте еще такой глагольчик возьмем. Часто у нас говорят там «эдзор», типа «не ври, не обманывай, не придумывай, не сочиняй». Вот глагол такой «сурны», сочинять, придумывать, обманывать там, ну и так далее. Сурны. Ми сорим. То есть мы сочиняли, насочиняли. Давайте, да. В этом уроке мы его будем переводить как сочинять. Ми сорим. Мы сочиняли. Ты сориннед. Вы насочиняли, да? Ная сорисны. Они насочиняли. Ми сорим. Ты сориннед. Ная сорисны.